Хронология событий вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе с 28 апреля по 1 мая. 28 апреля. День первый. Стычка у водозабора Головной. Таджикская сторона, не согласовав с кыргызской стороной, попыталась установить камеры и направить их в сторону водозабора, стратегического объекта Кыргызской республики. 29 апреля. День второй. 13:05. Ситуация на границе обострилась. Гражданские лица начали закидывать друг друга камнями. 14:05. Граждане Таджикистана открыли огонь из автоматов. Бойцы, охранявшие объект Головной, произвели предупредительный выстрел в воздух. После этого вооруженные силы Таджикистана начали обстрел стратегического объекта Кыргызстана из тяжелой артиллерии. Стреляли из минометов, РПГ, БТР и БМП. Выстрелы с таджикской стороны производились вплоть до 20 часов 30 минут. Тынбай перестерет болды. Ошол учурда бизден жарандар жабыркады, аскер кызматкерлерден осколочный ранение алгандар болду. Мы защищали вверенный нам объект более 6 часов. Ровно в 20:03 нам приказано было прекратить огонь. Однако даже после этого военные Таджикистана на протяжении получаса обстреливали нашу территорию. Два отряда спецназа Шер и Бөрю сохранили объект. Таджикские военные еще задолго до инцидента начали рыть окопы и стягивать тяжелую военную технику к границе. Сгорели все 17 домов в селе Көктерек. Также пострадали села Кызылбель, Достух, Көкташ, Үч-Дөбө и Аксай Баткенского района. Сожжены автозаправочные станции, разграблены магазины. Из зоны конфликта эвакуированы 44 651 гражданин Кыргызстана. Из них 27 136 дети. У меня такое ощущение, что почему-то, скорее всего, в Конго они очень хотят мирного решения, им нужно такими резкими военными способами конфронтировать ситуацию, эскалировать ее. Таджикские вооруженные силы атаковали из воздуха в результате спланированной военной агрессии с целью захвата суверенной территории Кыргызстана таджикскими военными пострадало 186 человек, погибли 36, в том числе 12-летняя Мадина. В ходе переговоров министров иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана достигнута договоренность о полном прекращении огня с 20:00 и отводе военных сил на места прежней дислокации. 30 апреля. День третий. Таджикская сторона, нарушив достигнутые накануне договоренности о прекращении огня, вновь начинает стрельбу. В 10:00 вновь была зафиксирована стрельба со стороны Таджикистана по территории сел Лейлекского района, а также на третьем участке границы. В заложники были взяты 10 граждан Кыргызстана, включая главу села Интернационал. На видео, которые распространялись через социальные сети, замечены гражданские лица Республики Таджикистан с оружием. Села Арка, Борбордох, Махсат были частично заняты таджикскими войсками. Вероломно вторгшиеся на территорию Кыргызстана войска Таджикистана начали разрушать и поджигать дома в Лейлекском районе. После 18:00 стало известно о состоявшихся переговорах между Садыром Джапаровым и Эмомали Рахмоном. Президент Кыргызстана в своем обращении к народу Кыргызстана особо подчеркнул важность разрешения конфликта мирным путем. Чегара тилкесин аныктоо карапайым элден да, жетекчиликтен да өтө аярлыкты жана тыккан ишти талап кылган маселе. Дүйнө элдеринин тарыхы буга күбө. Мындай олуттуу маселелер тынчтык
сүйлөшүүлөрү аркылуу гана чечилип келген. 1 мая, день 4. В Кыргызстане 1-2 мая объявлены днями национального траура. Тем временем таджикская сторона вновь нарушает договоренности. К 11 часам была перекрыта дорога Ош-Баткен-Исфана в местности Төрткочо. Техника вооруженных сил, МВД и погранвойск Республики Таджикистан была вновь стянута к границе, а таджикские военные даже не покидали линии условной границы. Военные соседней страны начали обстреливать и уничтожать дома этнических кыргызов в селе Арка. Они заняли несколько улиц в селе Арка и установили свой флаг на территории Кыргызской Республики. Арка, байраки Таджикистана задим мана. К 15 часам были проведены очередные переговоры между президентами Кыргызстана и Таджикистана, где рассматривался ход выполнения договоренности по деэскалации ситуации. В 16:00 начались переговоры правительственных комиссий по делимитации и демаркации границы. По поручению наших глав государств мы провели данное мероприятие, в результате чего приняли полное решение о полном прекращении всех стрел и отвести все войска и воинские формирования, находящиеся вблизи границы, на свои места дислокации, постоянное место дислокации. Дорога Ош-Баткен-Исфана была открыта к 18:00. К вечеру Таджикистан отпустил 10 граждан Кыргызстана, которые днем ранее были взяты в плен. Били, да? Кимдер ошондо кимдер барымта калды? Анан эмне болду? Таджиктин пограндары, военлери. Алып кирип анан сразу талап кылышты. эчтекен талап кылган жок. Көздү байлап, колду байлап, сен агентсиң, разведчиксиң, Тажикстанга разведкага келгенсиң деген шылтоо. Ситуация на границе окончательно стабилизировалась лишь к 22:00. Келгенде ушунча үйлөрдү күйүп, ушунча жерлер эме кылып, биз бир дагы бирөөнүн 1 метр жерин алган жокпуз. Бирөөгө нападение кылган жокпуз, короосуна кирген жокпуз, жаман сөз айткан жокпуз. Өзүбүздүн үйүбүздө жашап аткан жерде монтип келип, баскынчылык кылып өрттөп кетиш. Бул эч кандай адамдык дагы, моралдык дагы, юридикалык нормаларга туура келбейт. По факту военной агрессии со стороны Республики Таджикистан Генеральной прокуратурой возбуждено ряд уголовных дел. В главном надзорном органе Кыргызской Республики считают, что в спровоцированных таджикской стороной боевых действиях участвовали регулярные войска, вооруженные наемники и другие бандформирования. Указанные вооруженные формирования целенаправленно атаковали безоружное мирное население Кыргызской Республики.